5 июня в России отмечают День эколога, профессиональный праздник защитников природы. И сегодня у нас в студии заместитель председателя Северостинского отделения Всероссийского общества охраны природы Алевтина Газацева. Алевтина Борисовна, добрый день. Добрый, добрый. Алевтина Борисовна, хочется поздравить вас с профессиональным праздником. Я хочу поздравить всех экологов республики, занимающихся экологией, защитой природы, всех членов нашей организации и даже всех жителей нашей республики с этим праздником. Экология для нас, для нашей республики, наша уникальная природа и ее защита нашего воздуха, наших водных ресурсов – это задача всех жителей нашей республики. Об этом как раз и в своем докладе сказал наш глава республики. Поэтому мне хочется, чтобы каждый из нас почувствовал, что охрана природы – это прежде всего здоровье и продолжительность жизни. Алевтина Борисовна, планируется, что около 500 тысяч туристов посетят республику этим летом. Но если учесть, что наше население всего около 670 тысяч человек, то есть опасения, что это негативно скажется на состоянии экологии республики. Какие ваши прогнозы? Сейчас такое время, что когда в каждом регионе, и тем более в нашей республике, в такой уникальной республике, где нас природа наградила такой уникальными лесами, горами, водой и так далее, конечно же, обязательно будут туристы. И причем с каждым годом это увеличивается. С одной стороны, это очень хорошо. Во-первых, нашу республику узнают. Это взаимодействие регионов нашей страны. Мы же не оторваны от нашей страны, поэтому это очень хорошо. Но вот ваш вопрос, он, конечно, правильный. Но к этому вопросу надо подходить, как мы уже с вами говорили, всем жителям республики. Во-первых, туристические тропы, которые у нас имеются, они должны охраняться. И наши памятники природы и истории и культуры, каждый турист должен подходить к ним очень трепетно. Так же, как и экскурсоводы, которые работают с ними. Поэтому и жителям, скажем так, возьмем Зугыш, возьмем другие населенные пункты, где у нас посещаемость большая, Роща Хетага, ну и так далее. Поэтому их, во-первых, надо приводить в порядок, чистить, чтобы было чисто, аккуратно, красиво. И если туристические тропы будут соблюдаться, то я думаю, что большого влияния, большого вреда не будет нанесено нашей экологии. То есть вы бы дали какие-нибудь рекомендации, например, тем же турфирмам, тем же гидам, как правильно организовывать вот эти турпоходы, чтобы не нанести нашей природе вреда? Такие рекомендации, вообще-то, они все экскурсоводы обеспечены. Проводятся семинары, проводится с ними работа. И другое дело, я почему о населении вспомнила, потому что хотим мы это или не хотим, они будут от тропы отходить. И поэтому жителям нужно в этом принимать участие. Поэтому я хочу обратиться ко всем жителям нашей республики, где имеется посещаемость, особенно горные территории наши, посещаемость туристов, постараться быть внимательными и поддерживать экскурсоводов, и чтобы туристы и хорошо себя чувствовали, и в то же время не нарушали экологию. Давайте поговорим о Владикавказе в частности. Во Владикавказе, как в любом другом городе, есть разные районы. Вот какие районы у нас считаются наиболее экологически чистыми, а какие наоборот? Ну, скажем так, там мы все с вами понимаем, что там, где у нас парковые зоны, там, естественно, и воздух чище. Южная часть города, здесь лесные угодья и так далее, и поэтому там чище, конечно, воздух. Что же касается тех районов, сейчас во Владикавказе особый вред воздуху приносит транспорт. Да, когда заводов у нас не стало,
более чище стал, естественно, воздух. И нужно отметить то, что в этом плане все-таки, наверное, надо усилия приложить и Министерство экологии, Роспотребнадзора, и, конечно же, я думаю, все-таки Министерство внутренних дел Республики. Проверка машин, выхлопные газы, они очень загрязняют наш воздух. И, конечно, мы не запретим транспорту проезжать, но, тем не менее, наверное, надо приложить им усилия, чтобы эта проверка проводилась. И тогда, наверное, если таких выхлопных газов будет меньше, то, конечно, вот мы делали и проверки такие в прошлом году. И, конечно, вот районы, там, где у нас трасса проходит, там у нас загрязненность воздуха очень высокая. А что вы посоветуете людям, которые хотят купить квартиру? Просто почему я спрашиваю, очень часто, если помониторить социальные сети, объявления, люди спрашивают совета и отзывов у жителей тех или иных районов. И вот жители, которые живут на улице Ходарцева, вот в стороне Весенней, вот эти вот новые дома, они очень негативно отзываются, потому что летом появляется неприятный запах. Кто-то даже решается продавать квартиру только из-за этого, потому что летом там очень трудно жить. Вот как следить за этим? Куда могут обратиться жители, чтобы не попасть? У нас на это есть мэрия города. И там тоже есть отделы, которые занимаются этими вопросами. И, наверное, скорее всего, туда. И в Министерство экологии Республики. Потребнадзор можно обращаться. И, конечно, да, эти районы более тяжелые. И, как я сказала, свою роль играет и транспорт. И какие-то водные течения свою роль играют. Поэтому, скорее всего, им надо обращаться в эти органы. То есть каждый человек может обратиться с просьбой замерить ему, взять какие-то определенные пробы из того района, где он живет? Да, конечно. Организацию там, у них своя лаборатория. Кстати, руководитель лаборатории Бутаев Александр, член нашего президиума, всегда откликается и на наши просьбы, и просьбы жителей. Это Роспотребнадзор? Да, их лаборатория. И будут помогать, выяснять и так далее. Спасибо большое, что направили. Вы сказали, что количество транспорта заметно увеличилось, а он напрямую влияет на состояние экологии. А вот как изменилось состояние экологии в нашей республике за несколько десятилетий? Можно ли это проследить? С одной стороны, заводы закрылись, а с другой стороны, в разы выросло количество транспорта. Она ухудшилась или улучшилась? Я так скажу, что резкого ухудшения нету. Потому что в последние годы очень много внимания руководством республики, да и наша организация свою роль играет. И многие руководители предприятий, как Вячеслав Зелимханович Битаров, очень много на своих предприятиях уделяют внимание именно экологии, чистой продукции. И на своих предприятиях они стараются придерживаться экологии, чистого воздуха. И есть такая программа у нас в нашей организации, это еще мы, когда председателем нашей организации был Битаров Вячеслав Зелимханович, такая программа «Здоровая экология, здоровая нация». Вот я считаю, что в нашей республике этому надо больше внимания уделять. Сейчас и свалки очищаются, мы за этим наблюдаем, да, и видим все это. И вот это все можно связать и с посещением туристов, то, что мы с вами говорили до этого. Потому что этот наплыв тоже, конечно же, окружающей среде какой-то, скажем так, вред наносит. Поэтому, вообще-то, я считаю, что пока у нас экология нормальная. Да. А есть какой-то рейтинг, чтобы можно было отследить там самые чистые города, города с плохой экологией? Как сказать, каждый город старается себя показать в лучшем плане, да? Наш Владикавказ не считается самым плохим, он находится наверху. Поэтому жители самого Владикавказа, если вы обратили внимание, они за последние, скажу так, где-то 7 лет, они сами больше внимания стали уделять чистоте окружающей среды. Да, это очень заметно. Да. На самом деле. И скажу еще, хочу обратить внимание и самих жителей на то, что не только во Владикавказе,
Но вот мы в апреле и в мае проводили, и руководство республики, и мы совместно проводили субботники, месячник по очищению территорий районов. Да, мы за этим наблюдали. Все районы проводили субботники очень активно. Очень активно. Я бы хотела отметить Алагирский район, Пригородный район, Кировский район, ну, Моздок, естественно, и многие другие районы, Ордонский район, очень активное участие, Дегорский район. И там есть в Дегоре ребята, они простые жители, члены нашей организации, и они даже без оплаты сами на своих транспортах очистили большие территории вокруг Дегоры. Такие порывов у нас очень много. Поэтому мне как-то даже, скажем так, очень приятно, что вот население такое само внимание большое уделяет охране окружающих. Стало задумываться об этом. Да, вот. да. Вы сказали, что наблюдаете это примерно 7 последних лет. Я тоже обратила на это внимание. А с чем это связано? С чем связано то, что у нашего населения начало меняться мировоззрение, мышление? Я думаю так. Больше стали мы внимание уделять воспитанию подрастающего поколения. Вот мы сами, вот наша организация за последнее время, уже начиная с детских дошкольных учреждений, школы, вузы, все время с ними проводим мероприятия. Коллективы детских учреждений очень хорошо работают в этом направлении. Конкурсы проводятся по воспитанию. Вот проводили мы такое мероприятие «Посади свой цветок и вырасти его». Вам надо было бы увидеть, с каким удовольствием дети и совместно с родителями. Тут идет двойное воспитание детей и родителей. Когда они совместно что-то создают, охраняют, то вы сами понимаете, что это очень приятно. До этого годы, ну, скажем так, это мы все знаем, что этим вопросам мало внимания уделялось. Ну да, и люди не задумывались об этом, не заостряли на этом абсолютно внимание. Поэтому мне бы хотелось сказать, что это воспитание. И очень много я общаюсь с молодежью, и со студентами, и школьниками, учащимися. И это чувствуется в них. Очень приятно, что у многих из них есть вот это патриотическое отношение к этим вопросам. Поэтому это, конечно, говорится, наши дети лучше нас. Это приятно. Да. Я сама была недавно приятно удивлена, когда мои дети отправились в детский поход с одной организацией, и им там всем просто раздали по пакетику и сказали на обратном пути, когда они уже там пообедали, все, им раздали по пакетику и сказали: теперь вот собрали свой мусор, и плюс, если пока мы идем там спускаемся до маршрутки, собирайте весь мусор, который вы будете встречать. И дети просто притащили огромные пакеты этого мусора, собрали. Ну, не только своего. Я думаю, какая замечательная традиция на самом деле. Да, да, это наблюдается. Я бы хотела сказать, у нас сейчас городскую организацию Герасимова Людмила Васильевна возглавляет. И она сама работает, возглавляет методическое отделение города по детским дошкольным учреждениям. И столько внимания уделяется детским садам в этом направлении. И программа экологического воспитания есть. У нас очень много делается в этом направлении, и это приятно. Свои плоды приносит. Конечно, не все у нас прекрасно, не все у нас хорошо пока получается, но я думаю, что когда вот мне самой приятно, когда чувствуешь, что что-то делается хорошее, и кто-то даже скажет, что вот это надо сохранить, это уже здорово. А население да, и то, что у населения меняется, все-таки формируется более экологичное отношение к этому миру, к окружающей среде. Да, к охране нашей природы. Все-таки нам очень, очень повезло нам жить в такой прекрасной республике, в такой природе, в таких, ну, я не могу сказать. Конечно, у нас есть еще и недостатки, как я уже сказала, но, я думаю, общими усилиями они будут преодолены. Не сомневаюсь. Алевтина Борисовна, у нас постоянно увеличивается количество аллергиков.
У меня нет точной статистики Минздрава, но если понаблюдать даже среди моих знакомых, если раньше там 1-2 человека, что я знала, что они страдают аллергией, сейчас чуть ли не каждый второй. От чего это зависит? Я так думаю, что аллергия – это вообще болезнь современности больше. Экология здесь ни при чем или при чем? Скажем так, что и экология, и продукты, которые мы употребляем, все это, конечно, влияет на аллергию. За последнее время действительно это процветает. Есть такие продукты растительного, даже если они считаются органическими, хорошими продуктами, чистыми продуктами, они могут вызывать все равно аллергию. То есть у каждого человека свое, непонятно, я даже бы не сказала, медики не могут это определить, почему так это случается. Понятно, но то, что касается, но то, что касается аллергии таких направлений, как цветение каких-либо растений и так далее. Ну, вот с амброзией, скажем так, на амброзию очень у многих людей. Но, скажем, опять-таки, последние 7 лет с амброзией идет борьба. И притом, вот мы как-то и рейды проводили в этом направлении, и ощутимо. Но, тем не менее, все равно они имеют место быть. И, наверное, и Министерству сельского хозяйства на это надо обратить внимание, и Министерству экологии, потому что все-таки это вот один из основных аллергонных растений. И, конечно, и тут и не поймешь, и на липу у некоторых есть, и на тополь есть. Поэтому тут очень сложно. Но я считаю, что те, кто болеют, у кого аллергия, все-таки надо обращаться к медицинским учреждениям, проводить тесты и так далее, и выявлять, на что у них есть аллергия. Это да, но если взять такие самые распространенные возбудители аллергии, например, ту же самую амброзию, да, если у человека вблизи жилых домов там, растет полигон этой амброзии, куда обращаться? В администрацию города или в Роспотребнадзор? Смотрите, смотря где они живут. Если на территории города Владикавказа за чистоту и все остальное город отвечает сам, мэрия отвечает. Поэтому надо обращаться в первую очередь туда. Мне кажется, что там будут проявлять. У них и отдел есть такой, и управление. И я думаю, что туда надо в первую очередь туда обратиться. А другие организации, скажем так, вот к нам часто звонят, и мы сами, в свою очередь, обращаемся в мэрию по этим вопросам, потому что у них рычаги, у них ресурсы и ответственность за это. Какими вопросами занимается ваша организация? Обращаются ли в нее люди? Если обращаются, то с какими проблемами наиболее часто? Ну, обращаются, но за последнее время они больше к нам обращаются по таким вопросам, что мне было очень приятно, что они хотят провести у себя во дворе субботник. Чтобы кто-то из нас приехал и посмотрел, как они приводят в порядок свои территории. Вот недавно мне фамилию он не назвал, но пожилой человек с Дегоры позвонил и заявил, что вот наши представители в Дегоре, как они хорошо работают и как им приятно, вот все мы вышли, и старики, и молодые дети, по приведению в порядок, приезжайте, посмотрите. Вот таких обращений сейчас очень много. По посадке деревьев обращаются. Ну, посадочный материал, он, конечно, связан со многими материальными условиями, поэтому мы обычно связываемся и сами с Министерством экологии, и стараются и администрации местных самоуправлений сами решать эти вопросы. То есть вот по таким вопросам обращаются. Да, иногда вот в последнее время нету таких обращений, но обращались, что мусор там не вывозят или что-то такое. Ну, на это у нас есть организация, с кем мы связываемся. Которая занимается этой проблемой. Да. Как проходит обычный день эколога? Обычный день эколога, смотря какого эколога. Если считать, что обычный день, это начинается с своих планов, чем, как и что сделать. Я хотела больше сказать так.
Вот в этом году для Всероссийского общества охраны природы юбилейный, столетие Всероссийского общества охраны природы. Вы представляете себе? 100 лет. И все наши сейчас мероприятия и все вопросы, которые мы решаем, посвящаются этому. В этом году будет проходить и выставка. Я думаю, при поддержке спонсоров, наших руководителей, мы сможем организовать эту выставку в Москве по охране окружающей среды Северной Осетии. Я думаю, председатель попечительского совета примет активное участие, это Вячеслав Залимханович Питаров. Я думаю, руководство республики тоже нас поддержит. Для вас такое очень важно. Это, я думаю, что республику надо показать, потому что действительно у нас в нашей республике много внимания этим вопросам уделяется. И чтобы не показалось, что наши с вами встречи чисто хвалебные и так далее, просто предпраздничные, и больше мы положительному уделяем внимание. Но очень много еще проблем. Проблем много, особенно по воде, неправильное использование наших водных ресурсов. И правильное использование бы хотелось бы, чтобы источники наши, у нас же уникальные источники воды, их все-таки мы правильно использовали. А в чем заключается это неправильное использование воды? Ну вот они, источники, если вы там бывали, то посмотрите, они открытые. Вода течет, неизвестно куда, вода исчезает. И, конечно, вот те моменты, что Но, с другой стороны, если везде, как сказать, поставить скважины, и даже если… Ну, я имею в виду и там, где у нас скважины. Скважины имеются, но, например, скажем так, приведем пример. ТВАУ. Вот посмотрите, как они очень экологично используют воду, как они охраняют этот источник. Это очень важно. Вода никуда не утекает, она не исчезает, а используется. Понимаете? В районе Томиска, посмотрите, абсолютно как бы бесхозно все. Ну и да, и очень неухоженная территория. И территория очень неухожена, согласна с вами. Поэтому я поэтому обратила внимание. И, конечно, берегоукрепительные работы, очистка берегов рек, русла рек. Я бы в этом плане хотела вот по водам России сказать… Про акцию «Вода России». Да, по акции «Вода России». Вот мы совместно с отделением по водным ресурсам нашей республики, руководитель Мильзахов Таймураз Заурбекович, они вот эти 2 года, как он возглавил эту организацию, они очень этим вопросам уделяют внимание. И еще уделяется ими внимание на то, чтобы именно воспитанию, охране воды уделяют внимание. Это, наверное, задача каждого из нас. Алевтина Борисовна, большое спасибо, что вы пришли к нам в студию. Еще раз с профессиональным праздником. Спасибо. До новых встреч. Спасибо.